Твердая походка, взгляд, устремленный ввысь, ищущий в небе стальную птицу. Для Рифата Муртазаева самолеты – это не просто воздушный транспорт, а смысл всей его жизни. Более 27 лет он служил в военной авиации техником-механиком. Весь свой путь он посвятил этой профессии, став высококлассным специалистом. Рифат ага родился в 1943 году в Бахчисарайском районе в селе Пачка. Во время депортации 1944 года, когда вся его семья попала в Юрьевский район Марийской СССР, ему было всего полгода. О том страшном майском дне он знает из рассказов родных. В 4 часа утра в супермаркет из дома выгоняли, в общем, да. По документам вроде сказали, что 500 килограмм можно на одного человека, а тут это Баамайтта еврейлерну немцелер ата, біздің атмай шығарады. Чего? Ничего не взяли, в общем, да. Хорошо, что специальность у отца была кузнец. Она и Марийская ССР пригодилась. Жизнь на чужбине стала тяжелым испытанием для семьи Муртазаевых. Трудно было всем. Самые болезненные воспоминания Рифата ага о голоде. Его отец, не покладая рук, трудился за кусок хлеба, которого едва хватало всей семье. Что мне запомнилось, это вкус черного хлеба. Каждой семье какой-то паёк выделялся. Отец работал, ему полбуханки хлеба давали на всю семью. Он отрезал половинку, четверть этого кусочка, вот такие маленькие. Я съедал, мне самый вкусный оказался этот хлеб, потому что отец смотрел, что я хочу еще. Давал свой паёк. Вот это я видел. Братишка в 49 году родился в этом бараке. Длинный барак, перегороженный на несколько семей, занавесками перегороженный, и так жили. Чтобы ближе к кузнице было, дали дом, это деревянный сруб назывался тогда. Переселились с этого барака, чуть легче стало, хлеб появился. 7-8 лет, когда было, мы в лес ходили, сами ягоды собирали. Клюкву, чернику и малину. В 1954 году семье удалось переехать в Узбекистан, сначала в город Кибрай, позже в Маргилан Ферганской области. В 1963 году, окончив 11 классов, Рифат Муртазаев вместе с другом поступил в авиационно-техническое училище в Иркутске. Получив специальность техника-механика, он попал в военную авиацию и был распределен в Забайкалье в Читинскую область, в город Борзя, где прослужил более 4 лет. Ярким воспоминанием осталась неожиданная командировка в Узбекистан. Обслуживал самолет, МиГ-17 и 15, который Гагарин еще на этих типах самолета разбился на МиГ-15. Командировка Чичик, перегонять самолеты на ремонт. А мне сказали, хочешь ты туда, у тебя родственники там, из Забайкалья туда попасть? Это же, я говорю, конечно. И меня тоже в команду эту. 7 самолетов перегоняли, в Чучике база-то это была. Гуляем, МГМ курим, дядю увидел. Арфат, ты что здесь делаешь? Мне говорит. Я говорю, самолеты сдавать. А приедешь ко мне? Конечно, говорю, приеду. Он говорит, сейчас мы в этот парк танцевать, плясать. В общем, концерт будет, ребята выступать будут, Куреш этот будет, да, бороться будут. Придешь туда? Я говорю, сейчас схожу, спрошу, отпустят, поеду. Так Рифат Муртазаев невольно стал участником первого митинга крымских татар в Черчике. Дорога вся полита водой. Полита водой, и смотрю, по сторонам, никого нет. Татары собирались, их разогнали. И эти... Милиция между собой разговаривает, ругаются. Я в военной форме как раз, это лейтенант еще. В военной форме так оглянулся. Они говорят, вот это тоже татарин. И меня окружили, человек 8, наверное, окружили. И давай, толкают меня.
И каждый говорит на меня. Это он там выступал, и там дрался с нами, он там. Я говорю, кто там за столом сидит, пишите хоть фамилию, и чтобы потом можно было разбираться. Мы разберемся без вас. Грубо так, мы разберемся без вас. Гауптвахту привезли, комендатуру, в общем, да. И там заперли в камеру. Ну, как преступника настоящего. Заперли в камеру, где-то, и ничего не говоря, закрыли дверь и ушли. Где-то час, мне казалось, вечность я там нахожусь. В милиции Рифат Муртазаев увидел много задержанных крымских татар. Его самого без выяснений и разбирательств вернули в воинскую часть. Радость от встречи с родными сменилась чувством беспомощности и несправедливости за свой народ. В тот же день Рифат ага вернулся в Иркутск. Ждем построения. Ребята говорят, а ты что сюда? Так рано. А где остальные? Я говорю, остальные там. А ты что, как сюда попал? А я говорю, ну как попасть? Вот так и так. Ну, рассказал. Действительно, как было, все рассказал. Ну вот и все, говорю. А тут рядом сидит, оказывается, с особого отдела капитан, оказывается, сидит. Он говорит, ну а теперь пойдем со мной. Пришли к нему в кабинет. Как это было? Напиши. Ну, написал, как есть. Как рассказывал ребятам, так и написал. Раз, комка в урну бросил. Несмотря на допросы начальства и унижения, Рифат Муртазаев продолжил службу, занимался любимым делом. В 1970 году его отправили в командировку в Монголию, где он прослужил 3 года. В 1971 году Рифат ага женился на Анифе Ислямовой, которая подарила ему 2 детей, стала надежным тылом и опорой. Рифат ага служил в Азербайджане, в Кировабаде. Долгие годы жил здесь вместе с семьей. Он усердно трудился, стал высококлассным специалистом, исполнил мечту – служить за границей. Пока не сел в самолет, я не думал, что меня отправят. Я туда сейчас прибыл, в Конго. Наши подарили им самолеты, и мы учили обслуживать. Вот так. 3 года там были. В 1990 году, после 27 лет службы, Рифат Муртазаев решает вернуться на родину. 2 года здесь скитался между Крымом и Азербайджаном. Самое интересное, это здесь началось. Это, знаете, просто издевательство настоящее. 2 лишних года служу. Они говорят, а ты куда писал? Я говорю, Крым, Бахчисарай. А там прописки нету. Лишь в 1992 году, после долгих скитаний, поисков жилья и решения вопроса с пропиской, он смог перевести семью в Крым, в Нижнегорский район. Позже, в 2000 году, Муртазаевы перебрались в Бахчисарайский район, в село Тавбадрак. Сегодня Рифат Муртазаев – дедушка 6 внуков. Для них он символ стойкости, мужества и духа. Он тот, кто вернул их на родину.